Очередной скандал в Таджикистане. Почему ничего не меняется из года в год? Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете то, что вас шокирует. Подписывайтесь на наши обновления, будете в курсе всех последних и важных событий. Смерть солдатов таджикской армии и очередная попытка выдать убийство за несчастный случай. В воинской части погранвойск Таджикистана, расположенной в районе Хамадани, погиб солдат срочной службы. Родные 20-летнего Мирали Бакиева говорят, что он был жестоко избит в ходе конфликта из-за армейского бушлата. Погранвойск ГКНБ Таджикистана инцидент в воинской части не комментируют. Мирали Бакиева похоронили 19 января на кладбище родного села Филмандар, города Пенджикент. По словам родных, Мирали был призван на военную службу в мае 2021 года. Джамшед Гулахмадов, командир воинской части 0507 погранвойск ГКНБ Таджикистана, 21 января сообщил, что родители пограничника Бакиева пригласили в воинскую часть, чтобы поговорить с ним о причине смерти сына. Что же произошло в тот злополучный день между сослуживцами, он не сказал. При этом все чиновники, которые должны заниматься расследованием инцидента, открещиваются от комментариев. А как вы относитесь к такой ситуации? В принципе, к череде таких ситуаций свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Файзали Бакиев, брат погибшего солдата-пограничника, подтвердил, что они собираются поехать в район Хамадани. Нам сказали, что у брата возник конфликт со старослужащим, который хотел забрать себе новый бушлат Мирали. Когда брат воспротивился, старослужащий жестоко избил его, нанося удары в область сердца. Мирали скончался в больнице, рассказал Файзали Бакиев. Зафар Яров, председатель села Филмандар, сообщил, что Мирали был самым младшим в семье Бакиевых и был призван на службу весной прошлого года. Власти Таджикистана неоднократно заявляли, что условия для молодых солдат намного улучшились по сравнению с предыдущими годами. Однако жители страны продолжают жаловаться на облаву, коррупцию, дедовщину и другое жестокое обращение в воинских частях, а также на отсутствие льгот для солдат. Организация «Офис гражданских свобод» говорит, что чаще всего в таджикской армии насилию подвергаются именно новобранцы. Это один из таких ритуалов, которые перешли в армию из тюрьмы и называется прием, заявил ранее в беседе руководитель общественной организации Дилраба Самадова. По ее словам, в год они фиксируют 15 серьезных случаев, такие как доведение до самоубийства или убийство солдат. Есть также и случаи, когда солдата нельзя было отправлять в армию по состоянию здоровья или из-за серьезных травм, но он проходит службу. Думаю, что очень много других случаев просто не получают огласку и остаются за 7 печатями в воинских частях, сказала она. Доказывать случаи дедовщины или жестокого обращения в отношении солдат очень трудно. По словам Самадовой, даже в случае гибели солдат виновные в случившемся лица очень редко привлекаются к ответственности. Расследование таких дел может длиться годами, добавила правозащитница. А как вы относитесь к такой ситуации внутри страны и что никто на это не реагирует? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.